Ну вот, ребят, смотрите, немножко обшил. Вот такой типографический жесть какой-то вот, полуалюминий, короче, непонятно из какого материала. Ну, считай, это алюминий. Вот здесь прибил, здесь хорошая доска. И вот тут еще Тулан мне помогает. Вон он, бездельник, умеет отдыхать. Да, Тулан отдыхает. Нагулялся уже рядом со мной. Сейчас уже пока никуда не ходил. Намон, давай, я рассказываю. Тулан. Все, давай, гуляй. Все, поспать. Непослушный вен. Мам. Так, ну тут тоже вот так сделал. И здесь немножко как бы царапин. Но это для того, чтобы дальше доска не разрушалась, понимаете? Если вот не поддерживать это, ну, конечно, жесть потолще нужен. Но в данный момент у меня ножницы нету, как сказать, по металлу. Я обычно ножницами резал вот этот тонкий жестянку. Вот. В принципе, на 100 лет, ребят, поверьте, на 100 лет. Я сейчас чуть позже, может, я не знаю, сегодня перевернуть. Ну, не хочется, чтобы все здесь хорошо подсохло, все щели. А потом я переверну. Может, завтра, в принципе, можно. Завтра приду, переверну. И уже вот это все. Короче, после того, как переверну, как бы смажу, и чтобы вот эта краска туда вот в щель пошла, вот туда. И все, ништяк. Короче говоря, ребят, ремонт лодки закончил, может, будем считать. В этом сезоне это точно нам хватит для рыбалки. Будем рыбу ловить осенью. Это подготовка к осени, ребят. Все это готовится уже весной, это готовится к осени. А осенью бывает к зиме готовимся. Ну вот такой цикл подготовки к охоте. К охоте и рыбалке. Тулантик. Блин, ребят, если честно, я не обманываю, мне с Туланом так легко и мне так безопасно. Я уверен в этой собаке, и он как бы, я не знаю, думаю, медведя все равно отгонит или убежит, я не знаю, но с ним мне легко. Айда, вот с Айдой у меня какой-то вот, но она была как сигналка. Если опасно где-то, она возле меня и уже учует и сигнал дает. А этот бешеный, этот покрепче Айды, конечно. Кимарит. Хорошо, когда нету рядом медведей. Пускай стороной ходят. К таежному Николаю пускай идут, он добывает медведей. А я здесь, как-нибудь без них. Мы любим рябчиков добывать. Глухарей, рябчиков и все остальное. Но не медведя. С медведем я еще дела не имел. Счет охоты. Фух. Так, ладно, сейчас дальше буду. Ну, сейчас к избе пойду. Там уже на территорию еще надо убрать. Там дровишки. Время есть еще. Надо по максимуму работать. Раз приехали, по максимуму. До усталости, до потери пульса. Короче, с утра до вечера. И, если честно, вот я сегодня с утра съел яичницу. Захотелось уже покушать. Мне надо еще ужин приготовить. И уже плотно, мощно пообедать. Поужинать, пообедать и поужинать. Вот такие дела. И отдыхать. Завтра снова. И снова завтра на работу. Да, Тулан?
Да, это мой бездельник. Многие любят эту собаку, моего Тулана, многие ненавидят. Но он молодец. Я рад, что он у меня есть. Михаилу привет, кто мне подарил эту собаку. Княжпогосского района. Мишка, отдельный привет тебе. И от Тулана для всех привет скажи. А, Тулан? Ладно. Поболтали и дальше что-то надо делать. Закипает молоко, ребят. Решил на ужин приготовить вот такую кашу овсяную. Не знаю, пропорция, сколько надо добавлять. Хлопья. 2, 3, 4 ложки. Хватит, не хватит потом. Хрен пойми. Наверное, хватит. Давайте пробно вот так. Примерно 5 ложек тут. Такой ужин. Каша будет. С маслом покушаю. Варить особо вообще как-то. Завтра, наверное, суп сварю лучше. Сегодня вот этот кашу съем. Ну и посолим еще. Варится, в принципе, все. На газу готовлю. Очень вкусно. На молоке каша самый раз. С хлебом поем. Полезно и сытно будет. Время 5 часов 25 минут. Там написано 5 минут готовки. Долго варить не надо. Если мало будет, еще сварю. Добавил еще молока. Блин, буквально за 2 минуты все испарилось. Что-то быстро. Сейчас на медленном огне вот так готовлю. Да, она, в принципе-то и готова уже. Конечно, да. Вкусно. Чуть-чуть еще подержу на огне и уже буду кипятить чай. А каша уже почти готова. Пусть немножко. Чуть-чуть еще.
на огне будет. Экспериментирую. Если понравится, на осенней охоте чаще буду готовить вот эту кашу. Я ищу, знаете, готовку самую простую и сытную. Вот. Я не люблю вот там заморачиваться, часами сидеть или стоять возле плиты там, готовить. Это полдня уходит. Вот 5 минут и каша готова. Съел и дальше что-то делать. Или на охоту, или вот здесь, как сказать, возле избы там. Вот снова закипело. Он быстро как-то испаряется, моментально. Сейчас за водой сходил на озеро, и, ребят, не знаю, сегодня уже говорил или нет там, но что-то странное происходит. Вообще, я смотрю на озеро и воды, на уровень воды вообще смешной какой-то. Вообще мало воды. Обычно там по осени даже, по осени. Я когда останавливаюсь, там море воды здесь. А сейчас нету, воды нету. Пипец. Что-то все меняется. Каждым годом уровень, каждым годом не только на реке, но и на озерах то же самое уровень снижается. Вот где большие омуты, там, ну, озера становятся совсем без воды. Понимаете, о чем я говорю? Весной должно быть много воды, а нету. Странно как-то. Ну все, готово уже. Чуть-чуть вот такой, знаете, не густой. Я вообще густой не люблю. У нас дедушка с бабушкой густую кашу варили в печи. Прям ложка вот так стояла. Очень густая. А я люблю жидкий. И если я, скажем, мясо готовлю дома, жарю, я всегда как бы с подливой делаю как-то. Вот Викторовна, жена, любит жареное с корочкой. А я наоборот, чтобы подлива всегда постоянно, чтобы было. О, все, она выключаю. И она сама по себе еще будет там блять, заклинила. Но густой станет каша. Смотрите, на полу что творится. Ну не успеваю подметать, ребят. Сухая трава, все заходит. Каждый раз заходишь и в подошве там мусора заходит, в общем. Бесполезно убрать. Так, когда буду ложиться, еще уберу. Туланчик, наглец, блин, зашел туда. У него место в будке, но не в коридоре и не в избе. Тулан, наглец. О. Это по-нашему. Без понтов, ребят. Все без понтов. Все по-простому. С маслом. Овсяные хлопья. Ну, молоко привез. Яйцо. Это первое, что мне надо съесть. Молоко, яйцо, вот это масло. Это в первую очередь. Потому что на улице уже все. Я сегодня, ну, тепло. 20. Так, подожди. Блядь, 20 градусов на улице. Реально 20 градусов. А на солнце там вообще 25-20 чем, наверное, было. В общем, очень жарко. Работать было сегодня. Ой, слюни пошли. Но целый день не ел. Целый день. Надо поесть немножко. Во!
вкусно. Хлопья овсяные, ребят. Последний раз не помню уже, когда в тайге готовил. Очень давно. Раньше тоже брал с собой, когда на другой избе я охотился. Это на другой таежной речке. И намного но он очень далек. Но до туда очень далеко идти, ехать. Там я тоже питался овсяными хлопьями. Ладно, ребят, реально вкусно. Вот такой ужин, самый простой, сытный. Ну, я не знаю, что добавить. Я дальше сейчас буду ужинать. И, я не знаю, может еще поработаю на улице, выйду, а может и просто отдыхать буду. Сил надо набраться, и завтра свежими силами лучше. Вот такие дела. Вот так день проходит сегодняшний. Обалденно вкусно. Отужинал, полежал и, в общем, на сон меня так потянуло, что я, наверное, ничего уже сегодня делать не стану. Придет завтрашний день, завтра с утра что-нибудь, да. А сегодня отдыхаем. Позвонил домой, вот этот телефон вот такой, слабенький, совсем слабенький, еле-еле ловит связь. Но сейчас сезона я, короче, купил другой телефон. Он у меня, получается, в Сыктывкаре. Никита там взял этот телефон. И когда он приедет, или я съезжу в город, то уже покажу, что за телефон, как он будет работать. Одним словом, этот телефон, скажу вам, слабый для тайги. С МТСом, но Nokia и то лучше ловит. Вот. Ну, все, давайте, ребят. До завтра. А сейчас я открытым дверью я буду спать в избушку, очень тепло, даже жарко. Буду слышать звук природы. Птицы не будут умолкать. Они будут всю ночь петь. И вальшнепы сейчас будут летать. Вот именно здесь тоже очень часто летают. Все буду я слышать. Потому что дверь вот так у меня открыта все. Так как на улице сейчас 20 градусов. Ночью, конечно, закрою, а сейчас. Ладно, давайте. До завтра. Встретимся завтра.